Истинный Бог, явленный в Иисусе, не дает такие откровения. Это сатана. Вот настоящая тема, которую я хочу затронуть, потому что я хочу увидеть, как вы, такая образованная, я не пытаюсь вас задеть, образованная женщина, которая покинула ислам и стала атеисткой, вернулась обратно. Как вы собираетесь обосновать эти учения о женщинах? Я действительно хочу знать, серьезно. Но я не хочу делать это сейчас, если у вас нет времени. Но позже мы можем это сделать. Потому что я проводил занятия с несколькими мусульманками о женщинах в исламе. И слава Богу, все они ушли из ислама. Вот я покажу вам. На данный момент я слышала много аргументов о женщинах в исламе. И из того, что я знаю, я не приняла ни одного аргумента. Не искушай меня, сестра, потому что тогда это означает, что ты слышал аргумент из Суры 4.24, верно? Я думаю, что да. Подождите, я открою его, одну секунду. Нет, я думаю, что ты это слышала. И замужние женщины запретны для вас, и если только ими не овладели ваши десницы. Таково предписание Аллаха для вас. Это заповедь Аллаха. Речь идет о миль-килимен. Миль-килимен — это племенные женщины. И ты согласна с этим? Мухаммед пошел, я приведу тебе Сахих Муслим. Так что не надо мне ничего объяснять. Я не хочу слышать объяснения. Я приведу тебе хадисы. Они шли и брали в плен женщин, занимались с ними сексом и продавали их. Им не нужно было жениться на них. И не возражали, что они были замужем, потому что когда они брали их в плен, их брак аннулировался. Поэтому я хочу, чтобы все услышали, что ты согласна с этим, потому что тут так написано. Вам не обязательно быть женатым на женщине, чтобы... Нет, в этом-то и смысл. Ты делаешь только хуже. Женщина замужем. Ты можешь взять ее в плен, переспать с ней и затем продать. Потому что когда ты берешь ее в плен, ее брак аннулируется. Это здесь, Сахих Муслим. Да, я знаю это. Ты согласна с этим? Если это то, что хочет Бог... Тебе промыли мозги. Хорошо, представим гипотетическую ситуацию. Ты не мусульманка. Твоя мать, ты и твоя сестра. Твоя мать и отец. И ты не замужем. Идет война. Они захватили твою мать в плен, и как только они взяли ее в плен, они переспали с ней, и брак с своим отцом был расторгнут. А затем они продали ее. Я хочу, чтобы ты сказала, что согласна с этим, потому что так сказали Аллах и его посланник. Я хочу сказать на это две вещи. Прежде всего, ее нельзя принуждать к этому. Она должна согласиться с этим. Ты лжешь. Я процитирую источник, который покажет, что ты лжешь. Я же говорил тебе, не лги мне. У меня есть ваши источники. Так что давай забудем твою ошибку. Я хочу быть великодушным к твоему невежеству. Поэтому процитирую тебе источник. Нет, не обязательно спрашивать ее разрешение. Она твоя собственность. Вот почему она — это то, чем владеет твоя рука. В пределах того, чем владеет правая рука, у них есть свои права. Они не имеют права запрещать секс. У них есть права, равные правам жены. Нет, это не так. Перестань врать. В вашей религии, если это секс-рабыня, она не жена. Вот почему она не обязана надевать хиджаб. Я не так глуп, как кажусь. Нет, она получает то же самое. На самом деле в этом стихе говорится, что она получает те же права, что и жена. Нет, это не так. Если она родит тебе детей, то они унаследуют такое же богатство. Да, уалид. Я знаю это. Спокойно. Нет, именно поэтому в исламе, если она наложница, она не обязана надевать хиджаб. Но если ты замужем, ты надеваешь хиджаб. Это в вашей религии. Потому что когда у вас есть секс-рабыня, на ней нет хиджаба. Это знак. Она не ваша жена, она секс-рабыня. Я не так глуп, как кажусь, но давай не будем менять тему. Ты только что солгала всем. Я не хочу утверждать, что солгала. Ты просто не знаешь. У меня есть книга, где написано, что не нужно получать ее разрешение. В ней написано, что женщина пожаловалась и сказала, что она замужем. И Аллах говорит, что это не имеет значения. Прямо здесь, это тут. Джалал ад-Дин ас-Суюти. Лубаб ан-Нукул и Асбаб ан-Музу. Страницы 101 и 102. У меня есть физическая книга. Я найду ее. Итак, я говорил, не заставляй меня поднимать эту тему, но я собираюсь ее поднять. Передаются слов Ибн Аббаса, что он сказал: когда настал день Хунайна, битвы, и Всевышний Аллах помог мусульманам завоевать Хунайн, мусульмане захватили в плен женщин из числа людей Писания, ах-халяль китаб. Если мужчине хотелось вступить в половую связь с какой-либо женщиной, и она говорила ему: у меня есть муж, то есть не делай этого, я замужем. И посланника Аллаха спросили об этом, после чего Аллах не спаслал этот стих из Корана. То есть ты по незнанию говоришь мне, что он должен получить ее разрешение? Нет, потому что в этом стихе говорится, что это не имеет значения, она твоя. Она говорит: я замужем. Другими словами, как ты смеешь так поступать? Не имеет значения. Аллах говорит, что ты принадлежишь ему. Ясно, но я не приму такое. Она должна была бы сказать это конкретно, если вы покажете мне стих, в котором так говорится. Но, возможно, она вполне могла сказать, что она замужем, чтобы не пострадать. Нет, я не позволю тебе прыгать туда-сюда. Покажи мне в твоей сунне, где твой пророк сказал, что тебе нужно получить ее разрешение. Давай, я подожду. Вам придется подождать секунду, потому что... Я дам тебе 50 часов. Приведи мне достоверный рассказ о том, где твой пророк сказал, что когда вы возьмете их в плен, спросите их: могу ли я заняться с вами сексом? Это самое
глупая вещь, которую кто-либо может сказать. Очевидно, что ни одна плененная женщина не хочет, чтобы ее похититель изнасиловал ее. Но это твоя логика. Нет, надо спросить у них. Эй, я только что напал на твою деревню. Я только что взял тебя в плен, понимаешь? Могу ли я получить разрешение? Потому что Мухаммед сказал, что я должен получить твое разрешение. Как я уже сказал, я не так глуп, как кажусь. Ладно, я жду. Давай посмотрим. Даю тебе время до утра, когда тебе нужно будет набрать и выпустить воду из носа. И пока вы ищете несуществующий хадис, я хочу задать этот вопрос еще раз. Ты не мусульманка, твоя мать не мусульманка, твой отец все еще жив. И они захватывают вас в плен и насилуют твою мать и вас самих, потому что теперь вы принадлежите им. А если они захватывают твою мать в плен, ее брак автоматически аннулируется. Ты согласна с этим? Ну, ранее вы говорили, что я не могу полагаться на свои субъективные ощущения. Если Бог повелевает что-то, то Бог повелевает. Итак, следуя этой логике, если это записано в Коране, и если Коран от Бога, мы сначала должны понять, действительно ли Коран от Бога. И если Коран от Бога... Только сатана мог быть таким злым, чтобы так поступить с женщинами. И это так печально. Ты настолько слепа. Ты так слепо веришь. И ты показала это на протяжении всего сеанса. Ты мусульманка, и ты поклоняешься Мухаммеду, потому что ты следуешь за этим человеком навстречу своей гибели. И ты сказала это в прямом эфире при всех, и это все было записано. Что ж, если так поверил Аллах, я не против. Нет, истинный Бог, явленный в Иисусе, не дает такие откровения. Это сатана. Я потрясен, что ты говоришь. Ну что ж, если это не спослано в Коране, тогда все в порядке. Значит, ты согласна с тем, что ваша религия забирает женщин из разных мест, из деревень, замужних женщин, и по сути их насилуют. И ты согласна с этим? Потому что это продолжается уже 1400 лет. И это происходит прямо сейчас. Это не теория, и ты с этим согласна. Вы согласны с тем, что изнасилование – это пытка? Я бы согласился с тем, что ваш пророк пытал людей и насиловал их, да. Хорошо, потому что есть хадис, в котором говорится: «Корми их тем, что ешь сам, и одевай их в то, что носишь сам, не мучай то, что создал Аллах». Позволь мне повторить мой ответ. Мы можем поговорить об этом. О, я сразу опровергну это. Ваше определение пыток основано на словах Мухаммеда. Итак, изнасилование твоей матери не является пыткой, потому что в вашем Коране говорится, что твоя мать может быть изнасилована. Я говорю, что я не мусульманин, не слепой последователь, как вы. В реальном мире, где люди используют разум, это пытка. Но по мнению вашего пророка, вы правы. Вы нашли убедительное подтверждение того, что ваш пророк говорит, что нужно получить их разрешение? Да или нет? Нет. Точно. Итак, позвольте мне задать вопрос еще раз. Нет ни одного достоверного рассказа от вашего пророка, в котором говорилось бы, что вы должны получить их разрешение. Я процитировал вам рассказ. Женщина говорит: «Послушай, я замужем, и что с того? А теперь ответь на вопрос. Прекратите прыгать туда-сюда». У меня нет ответа, но я знаю, что есть определенные ученые, которые считают, что мы больше не занимаемся этим, потому что женщины... Это ложь, потому что это не отменено. Ты можешь показать мне, где в Коране говорится, что это отменено? Приведи мне аят. Ты снова лжешь мне. Я думал, ты честная. Это ты. Посмотри, сколько раз ты мне соврал. Я просто не знаю. Я недостаточно знаю об этом. Это хорошо, это нормально. Вместо того, чтобы оправдываться, скажи: «Я не знаю». Но раньше ты была так уверена. Я слышала все споры о женщинах. Нет, ты не слышала. Ну, потому что обычно, я не знаю, мне никогда не нравились эти аргументы. Никто никогда не оспаривал идею о том, что плененные женщины имеют права жен. И в Коране очень ясно сказано о недопустимости причинения вреда отдельным лицам. И еще одна вещь, о которой я хотела бы упомянуть в связи с этими пленниками, это хадис о пророке и его спутнике. Его спутник ударил одного из пленников, и поскольку он ударил этого пленника и причинил ему вред, этот пленник был освобожден. И именно поэтому Мухаммед так и не освободил Марию Аль-Куптия. Она осталась его рабыней, которая родила Ибрахима. И он так и не женился на ней, потому что он дал ей равный статус жены. Какое это имеет отношение к делу?